Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Покорители холода завершили в Якутии свою необычную экспедицию. Какие ощущения они испытали во время проекта? Удалось ли зафиксировать рекордные температурные показатели? И вернутся ли они еще раз в Якутию? Об этом мы спросим самих участников проекта. Они у нас в гостях. Это блогер Илья Воскресенский и фотограф, корреспондент журнала «Вокруг света» Константин Челабов. Илья, Константин, здравствуйте. Рад видеть вас в хорошем настроении и в добром здравии. Какие ощущения после завершения проекта? Если говорить про меня, то у меня исключительно позитивные ощущения, потому что я пережил массу приключений за эту неделю, которую прожил за минус 50. Но это ощущение сейчас. У вас? У меня тоже шикарное, потому что на самом деле это настоящее путешествие и целая дорога такая, да, интересные люди вокруг и обычаи, которые ты раньше не видел, ну то есть и не был в них. Поэтому с точки зрения меня как фотографа наблюдать за этим было очень интересно. Ну, действительно, нам, людям, живущих в таких температурах, скажем так, всю жизнь, удивительно наблюдать такую реакцию людей, которые специально приезжают и ищут такие приключения. Во время проекта, что больше всего удивило, именно во время проекта, какие самые необычные были ощущения у вас? Ну, для меня это общение с людьми, с оленеводами, с которыми мы жили. И вот это постоянный контакт и обучение жизни оленевода, разведение костра, ходить за дровами в тундру, ходить в туалет в тундру. Это все очень впечатляет. Цель проекта была все-таки выяснить, где холоднее. У нас ведется извечный спор о полюсе холода, Верхояне это или все-таки Омикон. Какие результаты ваших исследований? Ну, результаты наших исследований в этот раз показали, что в Омиконе было холоднее. Вот. Но, как показывает практика, ну, мы по общению с местными людьми, холод бывает и там, и там. Холодно везде. В Якутии, в принципе, холодно. Вот. Поэтому этот спор, он может постоянно меняться. Здесь сначала в одном районе, потом в другом. В этот раз в Омиконе получилось так, что там холоднее. Ну вот если говорить о температуре, какие самые рекордные показатели были зафиксированы за время проекта? Что касаемо температур, то итоговое будет объявлено в Москве на пресс-конференции в РГО, поэтому сейчас мы не можем называть точные цифры. Это будет еще вести подсчет, точный гидрометцентр будет высчитывать, чтобы всем прям точные данные выдать. Среди участников проекта кто стал покорителем холода в итоге? Все, мне кажется, все. Ну, кто выжил, кто здесь сидит сейчас, да? То есть остальные двое как бы... В гостинице, кто и в гостинице сидит, и кто здесь сидит, да, вот мы вроде покорили. Ну вот кроме замеров температуры, чем еще занимались? Ну вот костер разводили, в туалет ходили. Еще что? Туалет, на самом деле, такой интересный самый опыт. Ну, Да. мы, лично я, вот если, да, для меня восторг, это поездка на оленях. То есть у нас замер, метеовышка стояла в 15 километрах от базы, и мы каждый день час просыпались в 4 утра, в 5 выезжали и час ехали на оленях. И вот когда ты едешь на оленях, у тебя сверху звездное небо, пыль от оленей, рога их вот эти красивые, и только ты слышишь вот это дыхание оленей, и как в космосе каком-то. То есть это на самом деле очень яркие впечатления, особенно еще когда Луна освещает дорогу оленей, и полярная звезда, да, то есть вот это как Чолбон, да, правильно? Это, конечно, очень незабываемо, то есть очень красиво. Ну и мы как фотографы, мы фотографировали, мы занимались фотографированием быта местного, природы вокруг. Мы также ходили, фотографировали звездное небо ночью. И вот когда ты стоишь в минус 50 со штативом, держишь камеру, это такие незабываемые ощущения. Вот. Также, естественно, мы также передвигались на оленях, ловили этих оленей, потому что они разбредались каждый день, куда-то уходили, нам приходилось их находить. Вот. Сами полностью вели быт такой оленевода. Как вела себя техника на морозе? Помимо приключений, все-таки наверняка были еще какие-то научные цели, которые вы преследовали. Проходило ли тестирование какого-то оборудования и как оно прошло? Что касаемо именно электронных термометров, то они показали себя плохо. Они замерзали, они не совсем показывали точную температуру. И вот организаторы сказали, что в следующем году они будут применять меры и заменят это. Поэтому в основном использовались аналоговые термометры, которые показывали точную температуру. Если говорить про фототехнику, то она замерзала, приходилось ее отмораживать, и вот этот процесс он постоянно проходил. Что касается техники у меня немножко другие камеры, поэтому у меня была пленочная камера, которая себя показала хорошо, потому что
пленка в мороз, она черно-белая, и она была, то есть ей все равно вообще, в принципе, если ты потихоньку с ней управляешься. Что касается камеры, у меня было две камеры, одна в помещении, другая на улице, и как бы, то есть я всегда их вот не морозил. То есть одну морозил, вторую не морозил. Вот. А что касается телефонов, то тоже очень круто себя показали. И для меня это удивление, что можно было снимать и видео, и фото на протяжении там, 5-10 минут, и все будет окей. Ну, потом отогреваешь, и все хорошо. Что было удивительно, комфортнее всего было снимать на дрон. Почему-то у аудитории моей, например, у них возникал вопрос, как дрон может летать при минус 50. На самом деле это все было просто. Нужно держать батарейку в тепле, запускаешь дрон, и 20 минут сидишь в тепле и управляешь, а он летает и все снимает за тебя. А ты в тепле, в палатке сидишь и снимаешь. А нет ли мысли производителям такой техники предложить свои услуги по тестированию их продукции в таких условиях? Ну, я думаю, конечно же, есть. То есть я, как являюсь амбассадором Sony, мы тестировали для них камеры в таких условиях. Мы заранее предупредили, что мы едем в такие условия. Они сказали, да все будет нормально, если камера умрет, мы вам дадим новые. Умерла? Нет, жива. Ну, что касается аудитории, вот вы упомянули, наверняка все подписчики ваших социальных сетей следили за вашими приключениями. Насколько за время проекта аудитория увеличилась? Что больше всего писали в комментариях вам? И как вообще осуществлялась связь? Была ли там связь у вас с внешним Да, миром? у нас стояла спутниковая тарелка, которая давала нам связь доступ в интернет. Аудитория, я был поражен, она очень позитивно реагировала, активно, и прям вот активность увеличилась. Еще также активность увеличилась за счет местной аудитории. Оказывается, якутяне очень любят свой регион и прям активно, массово писали, поддерживали, постоянные репосты, и я вот прям был удивлен активности в интернете. Также постоянно следили и наша аудитория. Я не могу сказать, что аудитория увеличилась, но интерес, он был вот максимально крутым. Ну, вы блогер, у вас подписчиков-то поприбавилось в связи с У меня? приключением? Ну, Да. не говоря, что прибавилось, но вот поддерживаю Илью в плане того, что активность очень сильно увеличилась. Вот, особенно я рассказывал сегодня на пресс-конференции историю про дочку Максима, это оленевода, которая мне написала, что о, мой папка. И для меня это удивительно, потому что это же соцсеть, а оленеводы всегда, казалось бы, они да, в тундре с оленями. Вот, и вот эта вот такая коммуникация очень крутая. И плюс еще то, что они поддерживают, действительно, то есть для них это удивление, они говорят, ну ты псих, ну то есть зачем ты это делаешь вообще, ну то есть. Ну да, и ВКонтакте с оленеводами мы, например, оленеводу завели Инстаграм, сделали ему пару публикаций, у него пошла активность, я ему говорю, давай, веди Инстаграм оленевода, это же интересно, продвигай свою культуру, рассказывай людям. Надеюсь, он продолжит. Но вот до того, как вы приняли решение участвовать в этом проекте, было ли у вас какое-то представление вообще о регионе, в который вы едете, и изменилось ли у вас мнение о Якутии и о людях, ее населяющих? У меня было представление о якутских лошадях. Я как-то увидел давно фильм «24 снега», он как раз был снят про лошадей. И мне вот самому хотелось тоже запечатлеть это, поснимать. И первое, что у меня в голове представление, это якутские лошади. Красивые, такие плотненькие, обросшие льдом, вот с паром из носа. И когда я их увидел, они вот прям вот то, что я и представлял себе, картинка совпала. А что касаемо природы, я не ожидал увидеть настолько красивую природу. Я почему-то думал, что что-то более такое плоское, приземистое, а мы оказались в горах, где трехтысячники есть, снег, и это прям вот поразило. Также я в Эмиконе получил книгу, фотокнигу, и там увидел фотографии летней Якутии, и тоже меня это очень сильно поразило. Что касается меня, ну, я очень много конкурсов прослеживаю, и, конечно же, я представлял, как выглядит Якутия, особенно как выглядят оленеводы, и вот весь этот быт я примерно представлял, то есть я знал заранее, что я сниму, ну, как обычно, да, и куда я еду, но в плане того, что новый опыт общения, да, какой-то, это, конечно, бесценно. Вот, и, конечно, вот как я опять же сказал на пресс-конференции, я был удивлен, что все едят, ну, то есть, что вы все едите, ну, то есть, это, то есть, мозг горностая, да, ну, то есть, окей, ну, то есть, потрошки, да, окей, ну, то есть, в принципе, вот это очень интересная штука, потому что не везде это встретишь. Ну вот места, в которых вы побывали, наверняка вам уже сказали, что это священные для народа Сахай места. С этим что-то было у вас интересное связано? У нас не было с этим связано. Вот, но были какие-то определенные традиции, что нужно подкормить огонь, чтобы все было хорошо и так далее. А вот по поводу мест мне, по крайней мере, не объясняли.
Ну вот еще на этапе подготовки к непосредственно самому путешествию мы рассказывали зрителям нашего канала, как этот процесс идет, в том числе показывали палатки, которые тестировали здесь в местности Чучур-Муран, на их, скажем так, пригодность. Оправдали ли эти испытания свои надежды? Было ли холодно или нет? У нас первую ночь, наверное, из-за того, что мы еще не привыкли, как топить печку, мы замерзли. Но со второй ночи мы уже привыкли и просто топили ее хорошо. И, в принципе, палатки очень сильно хорошо себя оправдали. Примерно с 9 вечера до 3 часов ночи сохранялось тепло. В 3 часа ночи приходилось встать, подкинуть дрова, тепло опять набиралось, и до утра спали прекрасно. Что касается меня, я первую ночь тоже замерз. Ну, то есть, вторую ночь я сделал хитро, я поставил свою раскладушку рядом с печкой. Вот, и просто когда мне было холодно, я встал, подкидывал, просто лежа на этом, брал дровишко и подкидывал его в печку. Но при этом очень было жарко. То есть я так ужарел, что ну, это просто было очень жарко. И я спал раскрытый, то есть что просто под простынкой. Вот это, кстати, было, наверное, одно из самых сложных. Вот эти контрасты. В палатке очень жарко, а на улице очень холодно. Да. И постоянно вот это одеваешься в палатке, ты надеваешь на себя куртку, тебе становится жарко, выходишь, там холодно. И вот эти контрасты постоянно происходят. Вот и рассказывай потом кому-то, да, был в Якутии минус 50, а я сижу в палатке и потею, да? Никто не поверит. В следующем году организаторы проекта намерены продолжать этот проект, естественно. Что бы вы именно организаторам могли посоветовать в плане, может быть, улучшений? Я бы, наверное, посоветовал разнообразить какие-то локации. То есть мне было бы интересно посмотреть не только вот это место, где мы жили, а съездить какие-то еще, забраться на какую-то гору, ну, побольше увидеть Якутию. Но на протяжении вот этой пути туда все равно мы посмотрели часть, вот, но хотелось бы, конечно, еще побольше. Я тоже согласен с Ильей. То есть мне кажется, что больше точек, ну, гораздо интереснее будет. То есть, когда у тебя будет больше материала, люди же все равно, так или иначе, все люди фотографируют. Даже если вы не фотограф, то вы все равно фотографируете. Особенно если вы китайцы, то точно будете фотографировать. Вот, поэтому, ну, то есть, я имею в виду, что все это нужно, чем больше будет точек, тем больше времени будет занято. Ну, то есть, в бытовом плане удалось ко всему приспособиться? В бытовом, да, на второй день уже как-то как свой. То есть, я не знаю, нужно ли туалеты делать теплыми, потому что это тогда не будет покорением, правильно? Да, холод. ты на самом деле покоряешь холод. Да, да, а так ты поставишь будку теплую, отопляемую палатку, и это будет совсем не то, мне кажется, это как-то слишком рафинировано. Как, на ваш взгляд, перспективы экстремального туризма в Якутии есть? Конечно, есть. Да, 100%. Очень большие перспективы, потому что все совпадает, и природа визуально красивая, некий колорит, быт местного населения, мороз. И вот это все в совокупности дает хорошую конкуренцию многим другим направлениям. За время общения с местными жителями дали ли вам якутские имена? Мне лично да, дали. Илдаска. Мне нет, мне не дали. А моему коллеге Байбал, он Павел. Все у вас еще впереди. Да, в следующий раз, да. В следующий раз, ну вот про следующий раз я и хотел спросить, есть ли желание в Якутию вернуться еще раз? И когда? Зимой или, может быть, посмотреть еще и на летний? Я вот хотел бы даже не летний, а вот период летний-осенний, когда начинает, например, желтеть лиственницы, вот этот момент я бы хотел застать. И когда уже нет комаров. Мне это оленеводы сказали, что обязательно, когда нет комаров. А я как раз вернусь сюда, думаю, что летом, потому что буду снимать еще один проект, поэтому и, может быть, еще и весной, и осенью, то есть в таком формате. Но если говорить в целом, то поездкой довольны и Якутия понравилась. Очень. Что ж, будем ждать в гости вас еще раз, а может быть и не один. Большое спасибо. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». У нас в гостях были блогер Илья Воскресенский, фотограф, корреспондент журнала «Вокруг света» Константин Чалабов. До встречи в эфире.